сторонники Бориса Годунова избирали его на царство. Вот за этот период успели написать грамоту от имени царицы Ирины. Да, то есть как бы в этом смысле еще царица Ирина тоже была как бы действующим монархом, да, но на самом деле, естественно, никто ее не венчал на царство именно как самостоятельную правительницу, да, но вот это все равно тоже присутствует. Итак, как я уже сказала, да, то есть вот такой духовный кризис. И Борис Годунов это понимает, и тех, кто близок к династии Рюриковичей по женской линии чаще всего, да, потому что мужских наследников прямых не осталось, он довольно жестко преследует. Да. В это время у нас это произойдет и с Романовыми, Федор отцом, да, так сказать, будущего царя Михаила Федоровича Романова, вот, тоже вот так вот Борис Годунов довольно жестко поступает, его насильно постригают в монахи вместе с его женой, и, соответственно, вот поэтому у нас потом и будет такой удивительный феномен, да, что сын на престоле, а отец его патриарх. При этом первый раз его патриархом изберут, опять же, при правительстве Лжедмитрия II, да, то есть это, конечно, нонсенс невероятный, да, как у самозванца, став патриархом, потом он станет патриархом и для всего государства. Также поступает с Сабуровыми, довольно близкими также по женской линии. Вот Сабуровых как раз ссылают в наш регион, в Свияжск, да, то есть вот такая история. И вот таким образом у нас в регионе есть те люди, которые хорошо знают, что там у нас происходит при дворе, да, московском, какие там расклады, силы. И вот не случайно именно из дворовых людей свияжского служилого человека потом и появится вот этот самозванец, который объявит себя царевичем Петром. Понятное дело, да, что параллельно, да, с вот этим духовным кризисом очень серьезные проблемы были вызваны и вот противостоянием боярства-дворянства, конечно же, ситуации с казачеством, которое недовольно тем, что, так сказать, все более становится тягловым. И самый, конечно же, да, острый вопрос – это усиление крепостничества. Как раз вот до 1596 года, когда у нас еще не было указа об урочных летах, крестьяне бежали, да, от крепостничества в Юрьев день на Дон, да, и там было правило, да, с Дону выдачи нет. А тут у нас все, да, урочные годы, может помещик в этот урочный год приехать на Дон, забрать своего крепостного, да, наказать как может и вернуть к себе. Понятное дело, что это вызывало вот такое недовольство. Да? И вот это народное движение, оно охватывает гигантские пространства по Дону, да, значит, естественно, на границе с Литвой. Этим и воспользовался Лжедмитрий I, который в 1604 году, придя, затем сумел переломить ситуацию в свою пользу и, придя в Москву, был возведен на престол. В Казани в этот период, конечно же, все эти события отслеживают, но пока никак в них не участвуют. В 1605 году, да, он был возведен на престол, в 1606 году его низвергли, и, соответственно, ситуация сложилась так, что он у нас открыл дорогу для Василия Шуйского. И вот именно в этот период у нас как раз и начинается, да, ситуация под Казанью. Начинается восстание, очень активное, и здесь большую роль играет и татарское население, и, конечно же, чуваши, удмурты. И вот мы видите, да, они, объединившись в 1607 году, да, принимают такие обширные размеры, что направленные на еще один бунтовавший регион, на юг России, да, на Астрахань, войско Шереметьево было вынуждено пойти именно на Казань, потому что страшнее было ее потерять, да, чем, так сказать, Астрахань. И здесь, конечно же, очень жесткая расправа, вы видите, да, под Свияжском. Причем в этот период как раз патриарх Гермоген отправляет митрополиту Ефрему грамоту жесткую, да, с требованием, чтобы он
пригрозил анафемой, да, отлучением от церкви свияжцам, если они перейдут на сторону восставших. Свияжск устоял, да, может быть, из-за вот этих угроз. Ну и вот мы видим с вами, какое это сражение под Свияжском прошло, и какая страшная была расправа, побили на голову, да, вы видите. Ох-ох-ох, какие ужасные, да, истории. Топтали их и кололи, что свиней, и трупу их положили на 7 верстах, да, от Свияжска до Московского тракта. Но это не остановило восстание, оно продолжилось, и далее опять собираются довольно мощные силы. И очень важно, да, что участвуют в их составе те люди, которые, как вы видите, у нас, в общем-то, принадлежали к привилегированным сословиям. То есть у нас с вами есть служилые люди и русские, и служилые люди татары, видите по названию, да, у нас Якушка Глядков, Васька Ртищев – это русские служилые люди, да, Брюшейко, Яникеев, князь Иванко Смеленев – это татарские служилые люди. И вот они так организуют войска, что у них даже есть набаты, знамена, да, значит, и другие признаки регулярного войска, потому что все это необходимо для того, чтобы организовывать войска и, конечно же, чтобы они синхронно действовали, выступали и отличали противников от себя, да, и, соответственно, действовали по командам. Ну и вот 10 марта происходит такое серьезное сражение. Рядом это место слияния реки Берли со Свиятой. Почему-то вот это поле было удобное, потому что потом, когда значит, будет речь о событиях войны крестьянской, да, и восстания Степана Разина, то там тоже одно из сражений будет именно на этом поле. Недавно проезжала мимо него, ничего такого особенного в нем нет, но почему-то тогда было оно удобное, не знаю почему. Вот. Ну и, соответственно, к сожалению, да, вы понимаете прекрасно, что силы все равно были неравными, выучка войск была разной, да, и, конечно же, были разбиты восставшие, но это не значит, что восстание прекратилось, да, на самом деле оно продолжало вспыхивать. И в этот момент большую роль играет патриарх Гермоген, бывший у нас, как вы помните, да, митрополит Казанский и Свияжский, Ермолай, в приходское время, да, когда он был приходским священником, потому что именно при нем происходит обретение Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. И он после этого уходит в черное духовенство, и даже благодаря ему в Казани начинается книгопечатание. Приезжает сюда Штамба, так тогда называли типографию, типографский станок скорее, да, и печатается служба Казанской иконе Божией Матери в середине 90-х годов XVI века. А потом уже в 1619 году московское разорение, да, конечно же, после пожаров Москвы необходима была типография в Москве, и из Казани ее увезут. Ну и вот, собственно, он в этот период пытается удержать страну под единой властью, да, постоянно отправляет призывы по разным городам, в том числе и, конечно же, в Казань, чтобы противостоять власти Лжедмитрия II. Но, конечно же, Лжедмитрий II сотрудничает с поляками, и начинается польская активная интервенция к тому времени. Плюс начинается шведская интервенция, да, и вот в этих условиях, конечно же, у казанцев ситуация довольно сложная, потому что, во-первых, платить налоги казанским воеводам, да, довольно сложно в условиях, когда постоянно восстание вокруг города, да, в этом регионе. Есть возможность не платить, и, конечно же, ей воспользуются. Есть сведения о том, что вот с 1606 по 1609 год практически не собирались налоги. Да? Ну и вот, соответственно, когда Василия Шуйского низвергают в июле 1610 года, а Семибоярщина открывает город и Кремль для поляков, то в Казани совершенно недоумение, да, потому что они могут предпринять.
потому что присылают сюда Милославский, да, приказ, чтобы признать власть королевича Владислава. Но вот в Казани не хотят этого делать, вероятно, и несмотря на то, что в октябре 1611 года Лжедмитрия убивают, Лжедмитрия II, да, извините, октябре 1610 года, да, убивают, в начале января 1611 года в Казани присягают этому уже умершему Лжедмитрию II. Да, то есть ситуация совершенно невероятная. При этом в Казани происходит восстание, часть недовольна этим, видите, да, убивает одного из воевод. Это у нас довольно очень опытный, да, такой государственный деятель, был другом Ивана IV, именно с ним, с Богданом Бельским, Иван IV играл в шахматы, когда он умер, да, последние буквально, так сказать, минуты своей жизни он провел рядом с ним таким образом. Ну и вот, конечно же, Богдан Бельский был опасным противником для и Бориса Годунова, да, и для других, поэтому его вот в 1606 году отослали в Казань. Вот они с Морозовым, которым над ним поставлен более старшим, хотя он менее родовитый, да, Морозов, и вот Богдан Бельский, вот они правят в Казани, да, и вот именно при них происходит вот такая коллизия. Они присягают Лжедмитрию II, уже умершему до этого, да, за 3 месяца, начинается восстание, Богдана Бельского убивают несколько знатных казанцев, в том числе Людкина, да, одного из самых родовитых дворян. И, конечно, если будете в Москве, в Государственном историческом музее, обратите внимание, там висит портрет, прям огромный, да, во весь рост, одного из его потомков, Людкина, да, который был написан во второй половине 17 века. Очень мало вообще сохранилось таких не столичного, да, так сказать, дворянина портретов. А вот у такого богатого рода, как у Людкиных, да, такой вот портрет сохранился. И это, конечно, еще чудо, что сохранился, да, и сейчас хранится. И сейчас есть, так сказать, возможность его увидеть в одном из главных музеев страны. Ну и вот, собственно, что делать Морозову, да, то есть, ну, это вот тот самый Лжедмитрий, к которому, значит, они присягнули, да, и вот что делать Морозову. Он остается один воеводой, да, и постоянно получает призывы, чтобы обязательно, значит, его просят, да, прям чуть не требуют поддержать ополчение, которое собирается для того, чтобы изгнать поляков из Москвы как можно скорее. Ополчение очень разнородное, да, там, значит, казаки, значит, опять же, дворянство, да, так сказать, мелкопоместное. И, в общем, конечно, силы не очень едины. Но все-таки Морозов, поддавшись, да, на эти призывы, собирает значительную часть гарнизона и уходит. И вот по разным версиям, но все-таки большинство считает, что с собой забирают они Казанскую икону Божией Матери, да, чудотворную икону. И когда они приходят, а идут довольно долго, видимо, много восстаний, да, и, так сказать, они не уверены, правильно ли они идут, может быть, да, тут как бы сложно все. Они доходят к июню, в тот момент, когда в этом войске, ни много ни мало, представьте себе, да, додумываются до еще более крамольной мысли о том, кого призвать на царство. Как я вам уже говорила, да, при Лжедмитрии II, который стоял в Тушине под Москвой, додумались, что надо призвать, и потом, как я уже говорила, Милославский об этом написал в Казани, что нужно призвать польского королевича Владислава на Казанский престол, прошу прощения, на Московский престол, а эти додумывают, что давайте-ка в противовес полякам пригласим шведского королевича, да, еще, так сказать, лучше. Ситуация, в общем, совершенно как бы, да, мы понимаем с вами, ну, ни в какие ворота, если говорить простым языком, да, то есть уже просто
нет никакого выхода как будто бы, да, у России, если только лишь вот обязательно приглашать иностранцев и, соответственно, таким образом вообще-то оказываться в довольно сильной зависимости от соседних государств. Конечно, когда вот предлагалось польского королевича возвести на престол, да, то говорилось о том, что будут польскому королевичу, да, значит, выдвинуты многочисленные, значит, условия, что он у нас должен будет принять православие, да, принять многие-многие, значит, все правила, которые присутствуют в Москве. Но это, конечно же, никто не собирался в Варшаве делать. И когда польское посольство, да, из Москвы поехало в Варшаву договариваться, так называемое Великое посольство, да, вот, то их очень скоро, как раз вот в это время, в июне 1611 года, тут же арестовывают, да, и они в Варшаве уже не переговорщики, а они фактически заложники. И останутся там до 1618 года, да, то есть чуть не 10 лет, да, они будут там сидеть, а, соответственно, и в том числе патриарх Филарет, да, а в это время у России, конечно же, еще и таким образом, да, полная утрата контроля со стороны правительства, потому что значительная часть правительства, тех людей, которые знали, как управлять страной, они уехали в Варшаву, да, они сидят там в тюрьме. Ну, почти в тюрьме, да, то есть, конечно же, там не было, так сказать, подземелий каких-то страшных, да, или еще что-то, но они были ограничены в правах, и, собственно, никаких переговоров с ними никто не проводил. И что происходит дальше, да? Убивают, погибает, да, ну, при выясненных обстоятельствах, видимо, как, так сказать, какой-то заказ был от поляков, да, убивают, значит, Прокофьева Ляпунова, более или менее, так сказать, авторитетного командующего этого первого ополчения. И вот совершенно непонятно, да, что делать этому ополчению, потому что казачество противостоит, значит, дворянской части войска, и объединиться и дойти до Москвы, чтобы освободить ее от поляков, у этого войска не получается, да, то есть оно больше занимается своими противоречиями. То есть кажется, что все, страна исчезла, да, то есть она неуправляема, да, то есть вообще, так сказать, никакого пути дальше нет. В Казани все это время у нас остается глава администрации в нашем понимании, да, то есть руководитель аппарата, по-разному можно сказать, Никанор Шульгин, дьяк, как бы третье лицо в городе. И вот он, видя вот все это, вероятно, начинает вести самостоятельную политику, абсолютно не собираясь, да, соотносить свои действия с Москвой или с кем-либо-то еще. То есть складывается такая вот обособленная территория, да, обособленный регион. И боярин Морозов все это время, да, в ополчении, не возвращается в Казань, вот как неудивительно, да, а продолжает оставаться, да, объединяющий всю страну только лишь призыв патриарха Гермогена, который в это время находится в заточении в Троице-Сергиевом монастыре.